Добрый день, дорогие гости канала культурного центра Рухордо имени Чингиза Айтматова. Все вы знаете, что Кыргызстан – это многонациональная страна, и об особенностях нашего населения сегодня вам расскажу я, гид 2016 года Айчолпон, в рамках рубрики «Интересно, полезно и коротко». Население нашей Родины на этот месяц составляет более 6,5 миллионов человек. И оно состоит из десятка национальностей и народностей, которые словно курак объединены в единое полотно и бережно сшиты между собой. Кыргызы же, как одна из древнейших народностей тюркоязычной группы Центральной Азии, являются коренным населением. И согласно сведениям о всероссийской переписи населения, в 1897 году кыргызов было всего около 600 тысяч человек. В наши же дни это число составляет уже более 4,5 миллионов. До 60-х годов население республики, в свою очередь, стремительно росло как за счет именно естественного прироста, так и миграционного. Особенно значительная миграция была среди сельских жителей – кыргызов, узбеков, казахов и ряда других национальностей Центральной Азии. И таким образом 60-е стали десятилетием самого сильного прироста населения в истории республики и также существенного миграционного притока с других республик Союза. На территории современного Кыргызстана в нынешний момент среди самых многочисленных общин представлены русские, узбеки, таджики, уйгуры и дунгане. А среди же самых малочисленных, согласно данным на 2019 год, являются литовцы, около 150 человек, эстонцы, более 100 человек, а также латыши около 80 человек. И таким образом, при этом в республике проживают представители не только ближнего зарубежья, но и дальнего. Греки, американцы, французы, арабы, финны, курды, иранцы, чехи, болгары и многие другие представители других национальностей. Приблизительно же каждые 10 лет этнический состав населения меняется из-за миграции и представителей разных народов. И в наши дни эксперты Национального статистического комитета прогнозируют, что впереди вместо проживающих еще советских времен эстонцев, латышей, молдаван и греков придут индийцы, афганцы, турки, иранцы и китайцы, так как представители именно данных общин наиболее активно ведут не только предпринимательскую деятельность, но и оседают в нашей стране. А теперь, уважаемые гости, позвольте рассказать вам одну притчу. Было у старика 3 сына, и они никак не могли ужиться вместе. И однажды отец позвал их к себе и попросил разломать метлу пополам. Сначала попробовал старший сын, но сколько он ни старался, ничего у него не получалось. И такие же неудачи постигли и младшего, а также и среднего сына. Тогда отец развязал метлу и попросил каждого сына разломать по одной соломинке. И, конечно же, им это удалось с легкостью. Тогда отец сказал: вот так и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит. А если же вы будете по отдельности, все так же вас легко победить, как и сломать одну соломинку. Сейчас в Кыргызстане проживают представители более 100 различных национальностей. И вы представляете, какая вместе мы сила.
Мы разные, и это наше богатство. Мы вместе, и в этом наша сила. И пусть мы говорим на разных языках, но вместе мы образуем единый многонациональный народ Кыргызской республики, который соединен общей судьбой на своей земле. Так давайте уважать друг друга и сохранять, беречь межнациональное согласие. На этом мой рассказ заканчивается. Благодарю вас за уделенное время, а также ваше внимание. До скорых встреч!